обсуждался на каждой комиссии, те вопросы, которые, ну, скажем так, были предложены, все включены. Извините, когда дополню. А таблица поправок чего? Увеличение дефицита, который 8%, да? И здесь хотели сегодня основные параметры, основной доход, расход и дефицит бюджета. Если мы перед чтением теории не рассмотрим и не примем, то расход мы сейчас согласно увеличению, потом как примем это все? Нет, дело в том, что по сути, да, какие разногласия? Сейчас на сегодняшний день разногласий нет, то, что касается первого чтения. Никакого каких-то разногласий. Ну, только вопрос, скажем так, дефицита бюджета обсуждается, ну, так скажем, о том, кто исполнит, да? Нет, я по поводу дефицита увеличения, у нас разногласий говорить-то нет. Ну, вот на самом деле, вот вчера встреча с главой городского округа была, ну, в принципе, очередная администрация в лице Воробьева, Николая Сергеевича тоже согласна с главой, тоже готов к обсуждению. Руководитель Финклока тоже вроде бы как бы готов к обсуждению. То есть я не вижу тут как бы момента, где мы могли бы там друг друга там заставлять там протокол. В принципе, для всех очевидно, что это будет четко понятно при обсуждении второго чтения, что денежных средств не хватает. Мне не нравится слово говорить, что трудный бюджет, на самом деле он не трудный, он такой же, как и в прошлом году, например, по цифрам, да? Просто задача может быть чуть-чуть сложнее. Все. Николай Николаевич, у вас все? Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста, Станислав Иванович. Доброе утро, уважаемые коллеги, приглашенные. Сергей Викторович, у меня вопрос. Мы говорим об увеличении муниципального долга с 5% до 8,9. Я правильно понял, да? Да, совершенно правильно. Вот. У нас же существует практика такая. Если мы делаем предложение, то мы должны указывать на источники, откуда что снять и так далее. У нас эта процедура была проведена? Вы не совсем правильно трактуете некоторые вещи. То, что касается дефицита бюджета, это абсолютно неправильно. Правильно, да? Да. Вот если мы, скажем так, при обсуждении второго чтения будем принимать исходные части или доходные, то есть расходные, так сказать, тогда да, там надо предлагать, скажем так, откуда изъять, куда добавить. А то, что касается дефицита бюджета, это немножко Можно? Еще вопросы? Да, тут прозвучало ваше выступление, что мы на комиссиях рассматривали, что на первой сессии 2019 года это рассмотрели. Но это же ответ пришел позже, не на комиссиях. Пришел бюджетная комиссия, ну, наша комиссия. Ваше выступление просто в прозвучало. реестре четко написано первый квартал 2019 года. Это поступило позже. Ну, позже поступило. Это на президиум поступило, а не на комиссию. Нет, мы это обсуждали на комиссии. Нет, на комиссии этого не было. А что на комиссии было? Предложение действительно было повышение 8-9%. Да. Все. Вот такое предложение было. И мы там же с Ольгой Николаевной мы обсуждали на комиссии, комиссионно. Мы голосовали, ну просто я, Сергей Викторович, когда мы голосовали, я, может, не так понял, да, я понял, что мы вносим предложение на эту сессию ввести увеличение на 8-9%. Немножко не так. Еще вопросы? У вас все? Я извиняюсь, это дополню. Мы не можем как бы вот на сессии сразу, то есть мы на сессии должны или четко повторить каким-то 1%, да, там 8, вот как вы предлагаете, да, или 9. Почему? Потому что ну, это будет несерьезно, когда мы на сессии будем садиться с калькулятором и считать, принимать решения. Все-таки 8, 9, а может 7. Сергей Викторович, я предлагаю сейчас... Более того, там должна быть цифра указана. Потому что нам на депутатских слушаниях посчитали, сказали, сколько 8%, сколько 9%. Там не так сложно.
На самом деле я боюсь, что эта цифра не совсем точная. Она предварительная. Да, извините, Альберт Николаевич, извиняюсь, забыл сказать, что действительно есть решение депутатских слушаний, скажем так, внести предложение дефицит бюджета не было возникнуть. Не знаю, объясню. Еще вопросы будут? Вопросов нет. Слово для доклада предоставляется начальнику департамента финансов окружной администрации города Якутска Максимовой Ольге Николаевне.